Большая часть ледовых переправ закрыта в центральных и южных районах Якутии. Ограничения действуют с сегодняшнего дня. Проезд запрещенный на одном из основных зимников Якутск-Нижний Бестях. Как теперь добраться до другого берега, знает Виталий Абрамов. Александр возвращается домой в Заречье. В Якутск он приезжал по делам. Ему сегодня крупно повезло, так как его УАЗик успел пересечь переправу между Якутском и Нижним Бестяхом до официального закрытия. Это мой крайний рейс. Действительно, погода в этом году теплая и воды на пути много. Хорошо, что успел переправиться. Как раз в это время в районе Даркылаха работала комиссия по закрытию данного ледового перехода. Осмотрев состояние ледового полотна, уже серьезно подтаявшего за последние дни, комиссия решила закрыть одну из главных транспортных артерий республики. Уже машины буксуют, так что невозможно ездить уже. Лед с каждым днем толщина смывается снизу. Это закрытие обосновано. Таким образом, близ столицы закрылись все переправы, в том числе через Хатасы и Кангаласцы. Дальнейшее ориентировочное закрытие ледовых переправ планируется с 18 апреля в Намском, Хангаласском и в Тампонских районах. На период приостановки автомобильного сообщения будут работать суда на воздушных подушках. 20 хивусов и аэроботов будут дислоцироваться в районе Даркылаха. Цена будет с 1000 рублей начинаем. Потом уже по обстановочке доходит до 2000, а потом, значит, обстановочка улучшается и обратно падает до 1000 рублей. Затем, чтобы граждане не выезжали на лед, будет следить межведомственная комиссия. Уважаемые водители, соблюдайте элементарные правила безопасности и следите за установленными знаками. Виталий Абрамов, Гаврил Дьячков, НВК Саха, Якутск.